В татарском книжном издательстве увидела свет роскошная книга-альбом. Это книга выдающегося ученого Фуада Хасановича Валеева «Татарское народное декоративное искусство». Издание книги осуществлено к столетию со дня рождения ее автора. Фуад Хасанович Валеев – академический ученый, первый в Поволжье доктор искусствоведения, основоположник татарского искусствознания. Он начинал свою деятельность как архитектор, реставратор средневековых памятников города Булгара, столицы Волжской Булгарии, бывшей первой столицы Золотой Орды. Позднее областью его научных интересов стал орнамент казанских татар. Данный научный труд был завершен в 1980 году в виде докторской диссертации и посвящен исследованию народного декоративного искусства, составляющего ядро татарской нации этнической группы казанских татар. Это первое полноценное издание исследования Фуада Валеева, в котором сохранено авторское изложение научного материала. Данный труд потребовал изучения истории всех видов народного декоративного искусства и раскрытия специфики художественной культуры не только татар Поволжья и Приуралия, но и родственных тюркских, а также соседних народов. Был собран богатейший материал не только и не столько фонда столичных и местных региональных музеев, но преимущественно в полевых условиях, в многочисленных экспедициях, в которых Фуад Валеев объездил почти все территории проживания татар. За 20 лет появилось фундаментальное исследование татарского народного искусства, которое и в настоящее время продолжает оставаться уникальным по своему научному вкладу. В главах монографии автор раскрывает истоки и развитие традиций художественного ткачества и ковроделия, вышивки и золотошвейного дела, кожаной мозаики, ювелирного искусства, резьбы по камню, оформлению жилища и домовой резьбы по дереву. Результаты и выводы исследований подкреплены данными археологических этнографических изысканий, сравнительным анализом творчества этнических групп татар и близких им тюркских и мусульманских народов. Примечательно, что издание богато иллюстрировано авторскими фотографиями, рисунками и сделанными на их основе графических реконструкций. Национальная культура татарского народа создавалась в течение многих веков. Одной из ее уникальных частей являются наполненные мудростью сказочные произведения. Персонажи из татарских народных сказок занимают особое место в волшебном мире сказочных героев. Они знакомы не только татарам, но и многим другим народам России. Представленный вашему вниманию сборник татарских народных сказок, который был выпущен татарским книжным издательством, пестрит изобилием увлекательных и в то же время мудрых сказок, а также богатыми иллюстрациями к каждому произведению. Уникальность этого красочного сборника в том, что наряду с популярными заняли место некоторые забытые татарские народные сказки, изданные еще в 40-х-50-х годах XX века. В каждой сказке присутствует мудрое поучение, то, что делает ее интересной и актуальной как для детей, так и для взрослых. В этой сказочной книге вы узнаете о приключениях царского сына, попавшего в плен, или о смелом правителе, который ради любимой девушки овладел ремеслом, а потом это же ремесло спасло его от смерти. Или о сказочной истории храброго Темиркендека. И это лишь малая часть известных татарских персонажей, представленных в данном издании. Исторический роман «Сюмбике» казанской писательницы Ольги Ивановой – это последняя книга из трилогии «Повелительницы Казани». Роман завершает повествование о непростом периоде существования Казанского ханства. Судьба главной героини неразрывно связана с падением государства и трагедией народа, для которого одна из последних правительниц ханства стала неким символом. Этой женщине была дарована редкая возможность прожить в любви, столь нечастной в знатных семействах, но в конце пути сполна испить чашу горести вместе со своим народом.
Читателя романа захватит история романтической и пылкой любви Сюмбики и хана Сафагирея, где неистовая страсть мужчины соседствует с обжигающей ревностью, а женщине приходится учиться делить возлюбленного с соперницами. У читателя также появится возможность распутать сложный клубок взаимоотношений между Казанью и правительством Ивана Грозного, разобраться в причинах гибели ханства в свете представленных в книге исторических событий. Татарское книжное издательство выпустило этнографический труд известного ученого Карла Фукса «Казанские татары». Издание увидело свет на татарском и русском языках. Книга посвящена истории, культуре, обычаям, традициям и укладу жизни казанских татар первой половины XIX века. Эта книга была признана в качестве первого в европейской науке объективного исследования по истории, этнографии и культуре татарского народа. Стоит отметить, что издание – результат многолетних исследований ученого. Он много ездил по татарским деревням, участвовал в праздниках, свадьбах, собирал материалы для своих исследований. И, изучая быт и записывая предания, Карл Фукс обращал внимание и на вещественные памятники, а потому стал собирать монеты и рукописи. В книге представлены образцы песен, наставлений, стихов, дана обширная информация об одежде, домашнем убранстве, об укладе жизни в городе и на селе. Расписаны обряды, религиозные и общенародные праздники, например, Рамазан или Сабан. Их описания не потеряли свою актуальность и сегодня. Книга впервые была издана в 1844 году в типографии Казанского университета. Уникальность этого нового издания заключается в том, что под одним переплетом читателям предлагается репринтное издание Карла Фукса и адаптированный перевод на татарский язык. Самым известным историческим эпосом татарского народа является эпос Идыгей, единственный в татарском фольклоре стихотворный дастан. Эпос повествует о сложном и противоречивом периоде истории Золотой Орды в конце XIV – начале XV веков. Он основан на реальных исторических событиях, происходивших в период распада Золотой Орды. Герои эпоса также являются реальными историческими лицами. Последняя попытка возрождения мощи Золотой Орды связана с именем Идыгея, видного политического и государственного деятеля и талантливого полководца. Борьба Идыгея за единство Золотой Орды и легла в основу эпоса. Идыгей в дастане изображается как герой, который вступает в жесткую схватку с ханом Токтамышем и изгоняет его из страны. Воспевается величие, решительность, мужество и справедливость Идыгея, дальновидная политика и дипломатия которого в продолжении четверти века сохраняли относительный мир и покой в Золотой Орде. Идыгей – величавый средневековый литературный памятник татарского народа. Это сказание чрезвычайно сложное по композиции и содержанию. В нем множество героев, масса событий, судеб и характеров. В нем затронуты и философия, и этика, и политика. В нем и война, и мир. Почти все стороны жизни. В нем мы находим прекрасные образцы поэзии, описание природы, чувств и переживаний героев.